плане такой сталинский, какой-то брежневский. Ну вот, да, и все такое приличненькое, вот оно чистенькое очень. И вот, ну, понятно, что очень чистый город, и понятна вся эта вот история, но и иногда хочется как-то вот из этой стерильности немножко уйти и посмотреть, а как же вот происходит живая такая бурлящая стихия. На самом деле как-то у нас стыдно ходить на рынке, потому что, ну, вот как-то считается, типа, да, что да, ты тут ходишь, ну, типа, такой немножко как-то вот это ощущение такой помойки. Люди, так сказать, брезгуют часто. Ну, меня-то, в общем-то, интересуют в основном какие-то редкие вещи. Часто это могут быть вещи вот, советского периода. Еще какие-то вот часики, например, я эти купил, Победа. Но я думаю, что, конечно, люди приходят в основном ради коммуникации, потому что им нет особого смысла там продавать. Спрашивайте? Да, я хочу... Молодые люди. Да, я еще не все сразу увидел. Это женский. И это, в общем-то, единственное место, где вдруг случайно можно наткнуться на какие-то вот интересные, странные вещи, любопытные, советские. И можно купить совершенно крутые какие-то вот моменты, вот запоночки, там, еще что-то по совершенно смешной цене, которые, конечно, эти вещи не стоят. И халява, конечно, в тебе играет. Конечно, ты хочешь халяву. Вот манометр, например, просто красивая вещь, почему? К сожалению, просто не очень нужны, но просто всегда завороженно смотришь, и все время есть желание купить. Так просто вот перенести, абы что, потому что даже просто посидишь, ничего не будет. Достаточно занятные типажи, которые занимаются торговлей. Задешево забирай, ну намокло немного. Ну и почем? Ну 5 прошу, но... 5. А со 100 тысяч будет у вас? Нет, со 100 000. Не будет. Это тоже было очень смешно. А печать на книге есть у вас? Печать на книге? Нижний знак, экслибрис. Экслибрис есть у вас? Вот, посмотрите. Вот такие вот. Как-то я убрал с собой диктофон специально для того, чтобы фиксировать какие-то... Потому что совершенно дикие бывают моменты. Вдруг неожиданно кто-то может развернуть гармошку, начать петь. Какие-то частушки свои. Ну, то есть, причем такого непонятного расклада. А это книжный знак жены моей. Днем как солнце, ночью как луна. А на самом деле электрик. Нестерович Светлана Ивановна. И Ну, вы постарались. с удивлением я узнал, Да. что экслибрис Франциска Скорины был такой же. А вот менту выразил. Книга – это как светофор с постоянно горящим зеленым сигналом. Вход разрешен, пожалуйста. То есть это в основном момент отдыха, момент как бы ожидания чуда какого-то и момент какой-то возможной неожиданности, которая может произойти. Ну, в основном это меня увлекает. По телевизору показывают нас с ним. Ширскоеду. Еще разок, пожалуйста. Музыка. Я скорее к этому имею. Да. А вот Ну, красиво. врач. Я знаю, что ничего не знаю, но пока дышу, надеюсь, это врач. Я думаю, что перспективы вообще подобных мест, они у нас достаточно печальны. То есть мне не кажется, что это будет существовать долго. Думаю, что все это будет, конечно, замещаться. То есть и замещаться именно китайскими товарами, не сказать, чтобы некачественными, но просто все это будет в том или ином виде типизировано. Піджак на випуск приміряв,